Уровень воды, который ежечасно то опускался, то поднимался, сводки по затоплению объектов и состояние неопределенности. Именно это пришлось пережить в июле 2022 года жителям Верхоянского района республики. Выпадение обильных осадков вызвало резкий подъем уровня воды у населенных пунктов, вследствие чего многие попросту остались без жилья. Все началось с небольшого села Суардах с населением в чуть более 300 человек. Виновником подтопления стал приток Яны, река Дулгалах. Приход большой воды для местных властей не стал сюрпризом. Мы подняли вертолет, и 8-9 ночи я со своей комиссией районной вылетели в село Суардах и ознакомились с ситуацией. Туда мы вертолетом доставили первую помощь из резерва района, это продовольственные и материальную. Так, и к тому времени уже силами населения и руководства наслега были выполнены работы по отгону скота и помощи гражданам. Да, эта помощь считается, например, нуждающимся, это поднятие мебели, там, помощи, например, там вообще уровень был очень большой, всех людей доставляли по улицам, как говорится, на лодочных моторах. Однако, как показывает жизнь, порой бедствия подобного масштаба объединяют жителей республики. Так, представители многих районов Якутии оказали поддержку пострадавшим, которая отразилась в гуманитарной помощи. В столице региона был открыт пункт сбора вещей первой необходимости. Добровольцы и стройотряды со своей стороны также выразили готовность помочь и выехали в пострадавший район вести восстановительные работы. У нас в Верхоянском районе работало 3 отряда общей численностью порядка 35 человек. Это в Дулгалахе, в Суардахе и в городе Верхоянске самом. Ребята занимались самой разнообразной работой. Первостепенная задача их это была восстановление социальных объектов. Это работа в детских садах, в школах, котельных. И после этой работы в 6 из 5 вечера уже они шли в население и помогали там старикам, бабушкам, дедушкам, получается, и также одиноким матерям, социально незащищенной категории. Работа их заключалась в том, что они полностью просушивали объекты. Это демонтаж окон, демонтаж дверей, полностью демонтировали полы, оттуда вытаскивали всю эту жижу, выкачивали воду, всю эту жижу вытаскивали на улицу, потом, когда все это высушивалось, заносили все обратно, получается. И полностью так с самого начала и до самого конца, до конца августа ребята проработали. И, конечно же, работали например, в городе Верхоянске они работали по расчистке каналов, чтобы вода спустилась в самом населенном пункте. А также были такие моменты, когда помогали, работали доярками, грубо говоря. Это с ХПК. Время идет, и населенные пункты постепенно восстанавливаются. Однако главной угрозой во время паводка стал риск существования социальных объектов района. Во время паводка мы стелили тут тент и сыпали сверху тента гравием, а потом песком. Вода просачивалась из-под земли. Из-за этого мы таким способом останавливали воду. Готовность к предстоящей зиме, наличие запасов угля и горюче-смазочных материалов – все это было под вопросом. Буквально несколько месяцев назад жители Верхоянского района, как, в общем-то, и всей республики, переживали о том, как состоится новый отопительный сезон. Однако, глядя на то, как устраняют последствия дождевого паводка и на сохраненные горы угля, нет никаких сомнений в том, что отопительный сезон действительно состоится и переживать не о чем.
Так, например, во время стихийного бедствия сотрудниками жилищно-коммунального хозяйства было установлено посменное круглосуточное дежурство. Чтобы не допустить утери ценного топлива, территории угольного склада были отсыпаны вдоль берега реки Яны. Восстановительные работы систем отопления были проведены в срок. Сейчас отопительный сезон продолжается в штатном режиме. Мы сейчас вот завозим уголь в Верхоянск, Барунук, там запас угля есть до открытия зимника. Барунуки откроются после Нового года зимник. А в остальные, вот, например, пострадавшие Дулгалах и Үнкүр, это будет завозиться после открытия устойчивого зимника. До открытия зимника у нас запас угля есть. Был риск потерять и горюче-смазочные материалы. Основная масса топлива была завезена в период навигации. После паводка на территории нефтебазы проводились различные ремонтные работы. Сейчас социальный объект готов к зиме. Наша нефтебаза обеспечивает ГСМ горюче-смазочными материалами, нефтепродуктами. Два улуса. Это Эвено-Бадантайский и наш район получается. И по этой части мы гарантированно обеспечение ГСМ до середины зимника, можно сказать. Это 100% с запасом, если так посчитать. Работа в поселке Батагай велась на опережение чрезвычайной ситуации. Для отсыпки береговой линии было завезено несколько тонн песчаной смеси. Однако несколько жилых домов все же было подтоплено. Дома были затоплены по улице Набережной. И там 5 адресов. Там слишком нижняя, и там наша дамба не справилась с этим, наводнением. Помощь 5 семьям все получили, все на человека, на дом, все получили. Сейчас мы взяли заявку на завоз материалов строительных, зимником будут возить, и все сделали для людей. Совершенно иная ситуация складывалась в отдельных наслегах района. Паводок начался и на других притоках Яны, спустившись и до главной реки этих краев. Жители Адычинского наслега Верхоянского района очень хорошо знают, что такое наводнение. Населенный пункт находится в паре километров от водоема. Но на самом деле самое страшное наводнение было здесь в 2008 году. И после этого дома и соцобъекты начали возводить на вот такие сваи. Паводок, который совершенно неожиданно обрушился на Верхояне, коснулся и Адычинского наслега района. Здесь во многих учреждениях были проведены крупные работы по реставрации. У нас погода вообще после наводнения не стояла, и также земля у нас сырая, и также сразу полы сделали, и немножко пересушили, и также полы обратно поставили, и вот ремонтные сейчас, как вы сняли, ведутся. Подтопило также и здание детского сада 1964 года постройки. К новому учебному году все успели отремонтировать, и дошкольники пошли в сентябре в чистое и сухое помещение. Ремонт у нас прошел месяц, чуть больше месяца прошло. Вот мы начали работу с начала сентября. Немножко опоздали, но в целом и мы работу начали вовремя. Более того, жители наслега получили единовременные материальные выплаты. Также дети Верхоянья на период паводка были отправлены в детские оздоровительные лагеря, что тоже являлось одной из мер поддержки пострадавшим. Правительство республики выделило путевки на отдых детей. Из нашей школы выехали 97 учащихся, которые отдохнули в городе Якутске в Сосновом Бору и коррекционной специализированной школе. Помимо них 3 учащихся отдохнули во всероссийском лагере «Орленок». По сумме получается 14 миллионов 105 тысяч рублей. Это помощь федеральной стороны и республиканской стороны. Конечно, мы благодарны нашей правительству за ту помощь, которую они сделали пострадавшим слою населения. Однако возникали и нюансы по поводу выплат. Числятся и такие собственники, которые материальную поддержку не получили. Причины были на то самые разные. От отсутствия определенного регламента по установке нанесенного ущерба до невозможности оформить заявление через сервис госуслуги, что связано с трудностями интернет-подключения в районе.
9 собственников, они получили по 100 тысяч рублей. Но я думаю, наше правительство обратит на это внимание и будет принимать соответствующие меры по выплатам данных граждан. Конечно, самыми пострадавшими населенными пунктами стали село Баранук Бабушкинского наслега и город Верхоянск. Паводок настиг жителей совершенно неожиданно. По словам очевидцев, они занимались своими бытовыми делами, как вдруг внезапно в населенный пункт хлынул поток воды. Наши парни там дамбу делали, и я помогала им, лопатку давала, инструменты давала. Потом парни повернулись и сказали, что если что, чтобы я позвонила. Я пришла домой с лопатами, положила все эти инструменты. Только поворачиваюсь, и вода нахлынула уже. И я бегом, одна была, никого нету, и пришлось все самой таскать. Уже не успеваю ничего таскать. Так и было. С утра вообще даже не было такого в голове. Там говорили, чисто заранее был объявлен. Мы знали, что вот вода прибывает, что, возможно, будет наводнение, затопление будет. Но как-то в это не верилось. Вечером у нас все нахлынуло очень-очень быстро. Все подошло к двери, потом уже в дом зашло, и целых два дня затапливало. Вода на уровне 50-60 сантиметров держалась в Верхоянске продолжительное время. Пострадала от этого, конечно, и сельскохозяйственная отрасль района. Поголовье лошадей и крупного рогатого скота выжило, однако план по сенозаготовке не был выполнен в полном объеме из-за известных причин. Это вот называется Большая Поляна Лухан-Сыги. Да, вот. Общая территория 1200 гектаров, и из них сенокосных 480 га. Вот. Нынче скосили вот 200, заготовили, то есть 273 тонны из запланированных 390. Вот. Считайте, 69% всего заготовлено от плана. После паводка в районе до сих пор проводятся ремонтные работы на территории фермерских хозяйств, которые Управление сельского хозяйства района планирует завершить к концу октября этого года. Это сейчас может показаться, что да, действительно, в Верхоянске все в порядке, а от паводка не осталось и следа, который был здесь несколько месяцев назад. Однако сельское хозяйство все равно продолжает доказывать то, что паводок действительно был, и устранять его последствия. Вот, к примеру, крупный рогатый скот буквально несколько дней назад перевезли из Саилыка сюда, в зимнее жилище. Здесь вообще страшно, вода все здесь, в этом полу. Было вот эти пострадали, все это, полы все новые, вот вы видите, да? А так сам здание-то у нас, коровник-то старый был, должны бы уже который год. Ждем новый коровник, чтобы, пока нет. Вот видите, не пострадала? Нет, по голове не пострадала. Сколько животных? Так, у нас сейчас 226 голов. Из них 80 телят и 100 коров и молодняки. Сейчас, в настоящее время. Что и говорить об объектах культуры, которые также ушли под воду. Однако сейчас, с ходом времени, основная часть восстановительных работ была проведена. И в настоящее время некогда затопленный район продолжает свою жизнь в привычном ритме. Ну а поселенцы строят планы на дальнейшее будущее. Известный этнокомплекс расположился в городе Верхоянске. Он был построен к одному известному празднику, который проводился в 2016 году – Эсеху Аланхо. В 2022 году этнокомплекс ушел под воду вследствие дождевого паводка. Разумеется, будь здесь плюсовая температура, мы бы оценили масштабы последствий. Но, глядя на следы отсыревшего дерева, можно понять, до какого уровня добралась вода. Власти города обещают, что успеют к 385-летнему юбилею Верхоянска, который уже будет в следующем году. И хочется надеяться, что здесь, на отремонтированной территории, будет настоящий праздник. Надежда Саханская, Григорий Николаев, Верхоянский район.